Этнографическая сказка, неповторимая атмосфера, великолепные костюмы и возможность познакомиться с культурой разных народов. Все это фестиваль национальных культур «Алтын-Майдан». До начала концерта несколько часов, а артисты с удовольствием общаются с жителями и гостями столицы. На открытой площадке участники репетируют номера, в которых отображается все многообразие культурного фона народов России. Наш ансамбль называется «Кёрюр». Это лировидный орнамент, который означает благополучие, процветание, ну и все светлое, связанное с женщинами. Наш коллектив называется «Ансамбль ветеранов труда Заиночки». Мы приехали из Республики Татарстан, город Заинск. В нашем репертуаре народные танцы, эстрадные танцы. Сегодня мы привезли русский танец, завтра мы исполняем чувашский и татарский танцы. Основная цель фестиваля – сохранение традиций народов, укрепление межкультурного диалога, создание атмосферы доверия и взаимопонимания. Автор и руководитель проекта – член Ассамблеи народов Евразии, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гамира Гадельшина. Это один из фестивалей культурно-просветительского проекта «Алтын-Майдан. Золотая площадь», который работает при правительственной газете «Республика Татарстан». Этот проект – это журналистская инициатива, это общественная народная инициатива. Проект существует уже 13 лет. Мы впервые на абхазской земле, чему мы искренне рады, потому что Российская Федерация и ее регионы всегда чувствовали крепкую, братскую, наверное, дружбу, отношения Республики Абхазия. Мы ценим это, и поэтому нам хотелось в год народного наследия Российской Федерации привести сюда представителей традиционной культуры. Долгожданное открытие праздничного концерта началось с традиционного гимна фестиваля «Алтын-Майдан». В мероприятии приняли участие около 600 человек, 41 фольклорный коллектив из 21 региона России. На торжественном открытии фестиваля присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Вот, глядя в зал, я вижу участников сегодняшнего фестиваля, которые сегодня одеты в свою национальную одежду. Люди, которые несут свою культуру. Я уверен, что сегодня здесь, на этой сцене, каждый из вас продемонстрирует лучшее из своего национального народного фольклора. Для чего все это нужно? Ведь подобного рода мероприятия, как мне видится, дает возможность больше узнать друг о друге. И это удивительная и очень красивая и правильная возможность упрочить и развивать те дружеские отношения, которые сегодня есть между нашими братскими народами. Даур Вадимович – выпускник Башкирского государственного университета. И, конечно же, участники фестиваля из Башкортостана приехали не с пустыми руками. Я думаю, вы немножечко вспомнили свои счастливые годы учебы в столице нашей республики Уфа. Вот. Ну, по традиции, по гостеприимству башкирского народа, мы хотим вам преподнести наш кустянес. Вкуснейший год, чтобы вы вспомнили о них. Организаторами международного инклюзивного фестиваля национальных культур «Алтын-Майдан» выступает Министерство культуры Абхазии при поддержке представительства Россотрудничества в республике. Благодаря тому, что вы здесь присутствуете, вы сможете передать то многообразие, которое есть в нашей стране, я имею в виду России, но и почувствуете красоту и богатство нашей страны, я имею в виду Абхазию. В рамках фестиваля ежедневно будут проходить этнические вечера. В программу также входят выставки и ярмарки и международный этноконкурс «Аламас». Инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын-Майдан» проходит в Сухуме, Гулырипше и Гале с 17 по 23 июля. Сария Кварацхеля, Нарсоут Сулукия, Абхазское телевидение.